А еще один вот этот саймак. Научный диск. Ну, мы да, yanında. Ayşe Kerin gel yerine. Çünkü Abi Kerin Gülizar'ın yanında. Hoca. Ele alma, aktaran bir şey, o ilmi diskurstan çıkan bir şey, o böyle diyalogический diskurs içinde araştırmalı. Benim ise müzakere geosofiya degen bir meraklı ilimge bağışlangan. Rusçaga geçeceğimiz. Geosofiya neymiş? Niçin azizlerini anıp geosofyanı kendine hatırladı? Мой доклад называется, еще раз приветствую всех присутствующих, мой доклад называется «Геософия Крыма. Культурные и сакральные аспекты крымской земли как неотъемлемая часть крымско-татарской ментальности». Что такое геософия? Возможно, многие из присутствующих впервые услышали это слово. Говоря про геософию, мы должны вспомнить имя такого русского поэта, как Николай Гумилев. Это отец известного историка Льва Гумилева и супруг Анны Ахматовой. Он был весьма интересным человеком, его увлечения включали в себя и теософию, и теологию, и философию. Конечно, он был путешественником, поэтом, известным мыслителем своего времени. И, собственно, само слово геософия, согласно исследованиям современных ученых, изобретено именно им, как нечто усредненное, междисциплинарное на стыке философии и географии. Сам Гумилев толковал это слово как мудрость земли, то есть умная сущность земли. Земля несет в себе некие смыслы, земля отражает культурный код, земля отражает философскую суть того народа, того населения, которое живет на этой земле. Я думаю, что для нас, крымских татар, крымская земля — это действительно нечто такое уникальное. И то, что я сейчас называю вот такими философскими терминами научными, на самом деле нами давно уже прожито. Мы это проживали в детстве, живя в Узбекистане, чувствовали вот эту вот культурную сущность, вот эту неотъемлемую от нашей души ценность той земли, по которой мы сейчас ходим и благодарим Всевышнего. И именно Гумилев выделил это в отдельное геософское учение. И он говорил, что каждый топоним может быть рассмотрен как культуроним. То есть имя несет в себе культурный код, имя несет в себе некие философские смыслы. Теперь переходим к геософии именно крымской земли. Наш доклад посвящен культурологическим и сакральным моментам. И в целом наш круглый стол касается азизов. Так вот, говоря про ментальность крымских татар, уже много было сказано про суфийскую традицию в истории крымских татар. Мы, возможно, не до конца понимаем, какую роль суфийская традиция сыграла в сохранении вообще нас как этноса, как тюркского, мусульманского этноса. Поскольку именно после депортации в Узбекистане чем жили крымские татары? Собраниями богопоминания, то, что называется в теологии, то есть зикир меджлислери. Нам это более знакомо как дувалар. Да, учу, еды, сыры, вилы и так далее. Что это, как не суфийская традиция? Где бы были сейчас крымские татары со своей этнической принадлежностью, если бы не эти традиции? Теперь берем другое направление суфийской традиции, это так называемый зияретлер. То есть традиция посещения, традиция выражения любви к тем святым, которые прославлены в народе, в местности конкретной, где проживали люди. Когда мы говорим про традицию зияретов, то есть посещение мест захоронения праведников, эвлиалар, в других тюркских народах используется слово пир, это Африка, Азия, мусульманская Европа, везде свои термины. Мы знаем, что в Коране встречается слово эвлия, у нас это нам более привычно как азизы. Так вот, посещение. Почему крымские татары посещали эти места? Потому что, опять же, в нашу ментальность, наша коллективная, бессознательная по Юнгу, впитан концепт берекет. Берекетли ерлер, берекетли топрахлар, мукаддес ерлер.
И рассуждать вот в рамках научного дискурса про слово берекет довольно сложно. Это как описывать запах розы для того, кто вот никогда ее не вдыхал. Один будет говорить, это удивительно прекрасно, другой будет говорить, для меня это непонятно, я это не могу разложить формулой, я этого не встречал, доказательств этому я не видел, поэтому запах розы для меня это не научное понятие. И в то же время, когда, если мы говорим, опять же, возвращаемся к научной терминологии, то сейчас наблюдается в научном дискурсе такое явление, как кризис студентизма, когда чистый интеллектуализм уже вытесняется даже из научного дискурса, и идет переход к тому, что называется феноменология, феноменологическая редукция, когда ученые, философы запрещают себе нагромождение терминов и сподвигают себя на созерцание неких явлений такими, какие они есть. То есть феномен, как он есть. И вот святые и суфизм как нельзя более близки к феноменологии, поскольку суфий всей своей жизнью, всей своей сутью, всей своей практикой жизненной, он показывал религию, он показывал приближение к Богу, он проживал вот эту вот любовь к Богу своим образом жизни. И в суфийской практике известны такие слова, как кто такой суфий, кто такой святой, тот, смотря на которого ты вспоминаешь Бога. Я думаю, мне время уже завершать, хотя действительно вот я с сыном обходили мы тоже очень много святых мест, очень много жизни и грустного, намного больше, чем приятного и радостного. И, как культурный пласт, я не говорю можно, нельзя, я не на том уровне, я не квалифицирована, чтобы об этом говорить, но как культурный пласт это есть. Этому посвящены множество диссертаций, святые места в различных культурах, защищают диссертации, это вносят в списки ЮНЕСКО. Поэтому как культурный пласт, как духовное наследие, у меня не возникает никаких сомнений, что это должно быть сохранено, по крайней мере, каким-то образом обозначено табличками, каким-то образом отражено, опять же, в научных исследованиях. И сейчас, кроме вот помоек, простите за некрасивое слово, что-то другое найти сложно. Вот предыдущий докладчик показал нам какие-то действительно в степи сохранившиеся объекты, но это исключение. Даже уважаемый Нариман Удья, больше которого никто, наверное, по этой теме не знает вообще, он был удивлен, что такое есть. Для меня это тоже удивительно. Завершить я хочу свой доклад, поскольку сейчас уже месяц Рабиуль Авваль, и в нашей культуре его знают как Мевлюдаи, да, и самый прекрасный, самый праведный человек в нашей ментальности все-таки это Пейгамбер Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям. И в нашем народе принято исполнять было такие строчки из поэмы Сулеймана Челеби. Я родился в джунгле Шадуман, гам гидуб алем яныдан буду джан. Что это значит? Что рождение праведника, оно оживило весь мир. Что все сотворенное, оно напитано радостью. И вот посещение святых, посещение азизов, оно как раз про это. Кто-то чувствует и ходит, кто-то не чувствует и не ходит. Но как культурный пласт это есть, это должно быть зафиксировано, это должно быть сохранено, как наше духовное наследие крымских татар. Дихатın için çok sağ olunuz.